Это программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Главная новость культурной жизни Якутии. Государственный театр оперы и балета завоевал 3 золотые маски 31-й Всероссийской театральной премии за этнобалет «Сияющий камень». Сегодня, конечно, это главная тема, но также мы поговорим о завершении театрального сезона и планах на следующий юбилейный 55-й сезон. Наш гость в студии Владислав Левочкин, директор Государственного театра оперы и балета имени Саурона Амолона. Владислав Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. 25 июня наш самый северный Большой театр триумфально завершил 54-й театральный сезон. Поделитесь, пожалуйста, успехами. Сезон был очень насыщенным. У нас было 5 премьер. Это 3 оперы: «Риголетто», «Травиата» и «Дневник Анны Франк», которым мы посвятили 80-летию нашей победы. И 2 балета: «Алиса в стране чудес», «Щелкунчик». Спектакли очень такие большие, масштабные. Очень восторженно были встречены с зрителем. Ну и, конечно, очень много было мероприятий, посвященных 80-летию Победы, и в том числе программа Open Air, которой мы закрыли наш сезон. 25 июня у нас состоялся большой концерт на площади Дружбы с участием артистов Театра Российской Армии. Ну и, конечно, под занавес сезона триумфальное наше чествование на «Золотой маске», где мы взяли 3 приза. Ну что ж, конечно же, хотелось бы узнать о лауреатах российской премии, именно сезона, который мы завершили. Да, у нас республика впервые получила основную премию за лучший спектакль. В номинации «Балет» мы получили эту премию. И, конечно же, это результат работы всех деятелей искусства нашей республики и нашего образовательного сектора, балетной школы, высшей школы музыки, ну и, конечно, в первую очередь театра, который приложил все усилия совместно с театром «Аланхо», с музыкантами театра «Аланхо» в постановке этого спектакля. Второй приз, здесь я еще, конечно, добавлю о том, что самая главная заслуга, конечно, нашего главного балетмейстера, которая давно хотела поставить этот балет, и мы его смогли осуществить в прошлом году. Екатерина Тайшина смогла его как раз-таки поставить к нашим гастролям, которые проходили в Астане, в Алмате и Бишкеке. И мы показали, получается, у нас была такая зарубежная премьера нашего балета. 2 других приза — это уже частные номинации. Лучшая роль, женская роль, балет Мария Кузьмина взяла эту премию. И Иван Шандровский, художник по свету, работа художника по свету в музыкальном театре. Эти 2 приза — это частные номинации, и надо сказать, что в дальнейшем этих частных номинаций не будет. Сейчас положение поменялось, поэтому у нас получился такой просто счастливый джекпот. Конечно, мы сами не ожидали, когда получили первый приз, очень обрадовались. Мария Кузьмина очень достойно поприветствовала всех участников церемонии, но когда мы получили уже за главный приз за спектакль, мы, конечно, не могли предполагать, что может быть еще 3-й приз. И, конечно, мы до сих пор находимся на 7-м небе от счастья. Конечно, никогда такого не было. И это очень значимо для всей нашей республики, для нашего театра, для театрального искусства Якутии. Да, действительно, счастливы не только вы, но и ваши зрители. И хотелось бы узнать, «Сияющий камень», этнобалет, да? Получается, он совмещает и современную хореографию, и этно, и колорит, конечно же, наш национальный. Как думаете, почему это до сих пор актуально и не угасает? Конечно, мы очень рады и счастливы тому, что именно наш национальный балет получил такое признание всероссийское, поскольку действительно это заслуга большого числа поколений, которые работали на то, чтобы формировать свой национальный репертуар. И это именно наш вклад в развитие профессионального искусства, именно нашего якутского национального искусства, поскольку любое искусство, оно несет следы, черты своей материнской культуры. И мы хотели как раз-таки выразить в этом спектакле все самое лучшее, что у нас есть в искусстве. И самое главное, что все задействованные в этом спектакле
и артисты, и оркестр, и постановщики, и авторы, они все наши местные, наши якутские деятели искусства. А вот как якутский балет приняли в столице, в Москве? Приняли в Москве очень восторженно. Мы выступали на сцене Театра Российской Армии, который потом к нам приехал вот с обменным выступлением. И впервые был балет на этой сцене показан. Это не балетная сцена, было много технических сложностей, и зрители, конечно, были поражены, поскольку вот этот вот масштаб сцены, он придал, ну, совершенно какое-то другое измерение. И наш спектакль, ну, мы сами считаем, что это был наш лучший показ. И зрители очень тепло, конечно, не только наши земляки, которых мы встретили на нашем показе, но и вообще в целом вся театральная публика. А это огромный зал, 1700 мест, фактически стадион, можно сказать. Поэтому ну вот, получился такой масштабный показ нашего спектакля. Как раз-таки мы показывали его для членов жюри. Это был очень ответственный показ спектакля. А как ваше личное впечатление от театра Российской Армии? С театром Российской Армии мы очень подружились. Сейчас там новое руководство, и очень много прилагается усилий для того, чтобы восстановить, опять же, классический репертуар в новом звучании, который сейчас приобретает особую актуальность. Мы действительно подружились, и к нам Театр Российской Армии привез спектакль, также, который был показан 3 раза на сцене Русского драматического театра. Я думаю, что мы вот так театрами продолжим дружить, поскольку, конечно, помощь наших московских коллег, она тоже всегда нам очень важна. Ну а теперь давайте перейдем в Челябинск. Там тоже было выступление, выпала такая честь вот открыть кулисы международного фестиваля. Хотим услышать подробности. Челябинский зритель впервые увидел якутский балет. Мы никогда таким составом туда не выезжали. В прошлом году я принимал участие во всероссийском фестивале музыкальных премьер. И у меня появилась такая идея, и действительно Челябинский театр пошел нам навстречу. Владимир Досаев пошел нам, директор театра, пошел навстречу и пригласил наш театр на очень хороших условиях, где мы смогли представить наши современные балетные искусства именно на церемонии открытия фестиваля. Челябинский зритель очень тепло нас встретил, нас ждут, нас очень поддерживают в социальных сетях. Некоторые зрители были даже на показе в Москве и всегда нам говорили о том, что они болеют за нас, что они поддерживают. Я думаю, что мы будем продолжать тоже взаимодействие, поскольку Челябинск вообще очень такой сильный промышленный город, который тоже очень интересуется профессиональным искусством и проводит масштабные, очень такие международного уровня фестивали. Еще вот такой вопрос. Отличается ли публика в Москве и Челябинске от, конечно, нашего зрителя якутского? Ну, наш зритель, он, конечно, свой, он нас хорошо знает и может быть, где-то даже, скажем, избалован нашим вниманием, но для московского зрителя, для челябинского мы были всегда немножко такой темной лошадкой, чем-то неизвестным, чем-то таким притягательным. И я думаю, что вот мы раскрыли свой потенциал, и эта дружба с зрителями других регионов у нас продолжится. Но, конечно же, мы в первую очередь заботимся о нашем зрителе и стараемся приготовить для нашего зрителя что-то интересное, что-то необычное, что-то масштабное. И уже в следующем сезоне тоже у нас есть вот задумки, которые мы хотим воплотить. А московский зритель? Московский зритель, ну, он больше сдержанный, наверное. В Челябинском театре нас просто восторженно очень встречали, даже после первого отделения, где мы показывали современный балет «Геометрия движения», зал встал и долго аплодировал, а после второго отделения нас просто не впускали обратно к артистам, поскольку мы сидели тоже в зале, подходили, благодарили, просто не отпускали, вот делились своими впечатлениями, рассказывали
насколько им понравилось наше выступление, конечно, это было очень приятно. Да, это здорово, что и нужно искусство, да. Ну и, Владислав Валерьевич, конечно, вы не только руководитель в сфере культуры и искусства, но и якутский зритель знает уже вас по вашему творчеству, да. Скажите, как вы совмещаете все? Ну, для меня творчество — это отдушина. Это то, что помогает отвлечься от наших насущных проблем. Конечно, как у руководителя ну, большая ответственность, большой коллектив, большое хозяйство, за которым нужно следить, содержать его. И, конечно же, бывают сложности. И сейчас у нас тоже есть определенные трудности. Но творчество для меня является таким вот вдохновением, которое вселяет мне надежду, что все проблемы решатся, что можно осуществлять такие интересные, яркие, необычные проекты. Ну, и я всегда, на самом деле, сочетал творчество, и когда работал в министерстве, тоже старался писать, конечно, не прозу, не романы, но, допустим, пьесы я тоже писал, когда был чиновником. Мгм. Ну и, конечно, хотелось бы узнать планы на 55-й юбилейный сезон. Да, мы подготовили уже в октябре, когда мы открываем сезон, очень интересную программу. Вернее, даже мы в сентябре открываем наш сезон. И первыми событиями станут показ нашего главного такого детища последних лет. Это опера «Аланху Нюргун Ботор». И мы приурачиваем этот показ, а также отдельный гала-концерт большому юбилею нашего мэтра, народного артиста России Ивана Прокопьевича Степанова. Сейчас мы уже готовимся к этому большому событию, все в ожидании. Ну, конечно же, мы покажем наш спектакль «Сияющий камень». Этот показ состоится 9 октября. Я думаю, что зрители, те, кто еще не посмотрели, обязательно его увидят. И мы подготовили большой такой интересный, насыщенный фестиваль, который у нас пройдет с 17 по 31 октября. Фестиваль «Чайковский фест Якутск», на котором мы ожидаем мировых звезд. В наших спектаклях выступят известные артисты. И вот мы очень рады, что договорились о том, что наш якутянин, выходец с нашей республики, Григорий Чернецов, исполнит партию Онегина в спектакле «Евгений Онегин». Этот фестиваль, он полностью будет состоять из произведений Петра Ильича Чайковского, юбилейную дату, которую мы отмечаем в этом году. Это «Щелкунчик», это «Лебединое озеро», «Иоланта», Евгений Онегин и, конечно же, большой гала-концерт, где будут выступать мировые звезды. Ну что ж, действительно, очень впечатляет, и мы уже с нетерпением ждем. Спасибо вам большое, еще раз вас поздравляю, и спасибо, что поделились своим счастьем с нами, со зрителями. Передаем эту эстафету вам. Спасибо. Ну что ж, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.